Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. В Грозном открыли новый железнодорожный вокзал. В предвкушении новых впечатлений видим красивый вокзал, чистый, очень много людей, все приветливые. Церемония открытия смотрите в нашем выпуске. Никто не остается без поддержки. Там уже работы начаты. Я думаю, что в самое ближайшее время люди обратно заселятся в свой дом. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал помощь семье, оставшейся без крова в результате пожара. Страницы Великой Победы. Воевали за российский народ, за целую семью народов российского государства. В Национальной библиотеке прошла выставка архивных документов и фотоматериалов, посвященная годовщине Победы. Глава региона провел инспекцию по ключевым строительным объектам столицы. Его сопровождали первый вице-премьер Иса Тумхаджиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Как оценил ход работ глава региона, расскажет Медина Мударова. В ходе инспекционной поездки мэр Грозного Хасмагомед Кадыров доложил главе Чеченской Республики о возведении объектов в столице. В их числе строительство сейсмоустойчивых домов. Из 30 этажей завершено уже 20. Каждый этап находится под строгим контролем соответствующих органов. В свою очередь, первый вице-премьер региона, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев рассказал о планируемых работах по строительству масштабной развязки на улице Алиева и других объектах города. Благоустройство всех обновляемых улиц взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сложный проект. Мог бегать испытаний соответствует инерции. Через год лифты, массовая коммуникация, айл порученец на высшем уровне, стройконтроль упал бешбу. Субботник бешбу. Бон, это на месте выехать, еще я есть дворовой из этого, есть дом тир фасад из этого, есть шабеги бабиш пол белх бешбу вообще как дуоза ханелол метик сигет хандака чат. Развязка переход на дом, ходит. Железные конструкции заказать воина, вы арши и уличили, че они шаги движения на угловой, и да, вы сразу свои штуки, куш пише, и бог забыл покой. Юг шеридовый. Тогда белых спокойно, вы доходили шерипу, и не что говорю, что чего сусудовый. Ок аэропорт бешбол ног да проект юга он бордур из-за бетонной нашер цементы. Так бо маш обычно оцинкованный дар, а если то еще стало гранитовый нашер цензамат. Еще карьер. Кел аэропорт хлчне шорбеш хлч проект обычно нашела. Короче еще карьер. Такой вала. Шерипова ишурю новый район, ишурю Чубо Шанкальский, из-за расширит под Аболу Бешбу, Старопромысловская ишурю, шедек центральный улица, сюда гранитовый бордюр, брусчатка, пешеходный ишурю, коем заматываешь. А поддержка бандуша, не сбор бандуша, шаги переходящие объект, шум, еще живем шум, Коперник, дополнительный фонду, щенделя обязательных бон. Так и узлы оборот Кадырова, проспект Путина дополнительно $1 и обновить слои 7 сантиметров аюч. Шавики и фонду щенделяться обязательно, так фонду щенделяться обязательно, что жёлша. По Шерипу переход из Таяшон, Хасмандар, строительскую цены по обещ. Горда Дулина. Это Чубо школ улиц Бацур, Шанкальский. Из-за Бацур цена программы уполитаться белизюх. Иштала лой айл порученец фонде гала из-за иштабир бошбу. Сега бордур гранитовый хирю столбыш освещение самый современный хазнаширёшо. Такой развязки олчага их нашать и сан хирю просто и доработать елар кавши укаца. Ой орнамент олч освещение еш. Иш доработать масит вариант. Выбрать еще цейра воленыш пустить или он еще.
Уже на месте Рамзан Ахматович осмотрел площадку, где в скором времени начнется строительство автодороги длиной в 6 километров, которая напрямую свяжет новый аэропорт с улицей Нурсултана Назарбаева. Работы начались чуть больше месяца назад. В рамках программы рядом возводится и мост протяженностью 67 метров. Вот там вот результат говорю. 2-3 километра практически можно сказать. Только новый день болшку. Ага, события до опять. Почти год уже Рамзан Ахматович до конца. Улица Митаев качал домой. Я вот взял пока я дома пришел. Долго есть. Долго чего? А сегодня хокку бобина, то там хокку бобина. Проект является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры столицы, учитывая высокую интенсивность движения, которая ожидается в связи с открытием новой взлетно-посадочной полосы. Шестиполосное движение позволит увеличить пропускную способность дорог, сократит время в пути и снизит вероятность возникновения пробок. Современное освещение и обустроенные тротуары сделают передвижение по этим улицам более комфортным и безопасным для жителей. Продолжая инспекцию, официальные лица обсудили будущую реконструкцию улицы Абузара Айдамирова и строительство развязки, которая соединит несколько улиц города. Ближайшие 2-3 года. И полкина, самый вариант до аэропорта. И До Диарна уже халайвер полный фасад 11. 6 шумаешь. Грандиозность строительства нового аэропорта впечатляет. На 110 гектарах круглосуточно гудит техника. Пятиэтажный аэровокзал в форме полумесяца оборудуют 4 современными портами и 8 парными трапами. Аэродромный комплекс на финальной стадии. Длина составит более 3 километров, а ширина – 60. Взлетно-посадочная полоса покрыта высококачественным бетоном, что сделает ее более прочной и долговечной. Она сможет принимать любые типы воздушных судов. Предполагаемый пассажиропоток – более 1,5 миллиона человек. Аэродром сможет выполнять 50 взлетно-посадочных операций в сутки. На перроне предусмотрены 24 стояночных места для воздушных судов. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Вот один гусудик был шагал шум, а когда дополнительно вел помещение шайки, вот надо фиксировать шайки был свободный шум, основной стоянок шарпанду шайки дон халхадо, уката имел. Alhamdulillah. Проблем. На сегодняшний день 179 человек на 15% полностью чекали. По перрону, по бетону 50% бетон чекали. Обратная база, здесь поддержки. ТДП 10%. Еще ничего не додел чисел. Сюда обопешку, сюда обопешку. По полосе яло 95%. Проблем получат не уманта. Стабильно добыть школу. Команда Кадырова как единый механизм работает на благоустройство столицы в честь объявленного года Грозного и района имени Владимира Путина. Все ведомства выполняют возложенные на них обязанности. Поручения исполняются сразу же. Реконструируются котельные, теплотрассы. Коммерческие объекты и частные домовладения, не входящие в мастер-план столицы, переносятся на другую часть города. По словам градоначальника, жители с пониманием относятся к этой необходимости. Это лишь малая часть будущих преобразований. В скором времени Грозно будет не узнать. Массово мэрия, массово министерство, все взаимодействия, что он аял порученицы шавеги, как цакаманду, что вам даже дал
разот олда боше тун командир дуйхош шавеги ош взаимодействие ешо шайк социальный объект срокси даючон какие водопровод швеймалер канализация шайги хити шоссе чучу домашние русоки внизу катон рамдаматуч иш эцлир фасач далмола эцля болда болорбонс инц эржада дайлар койтон цонгуан да дамашта исен старый сайдингер кадомда цудир полный фасач хитеронвы инзер аэропорте дабуч пол около 80 гейцы бортбина табеш из иноштадин диабохор бошкейки инах так келлеш аэропорту хоша ина рашерит беш хаз беш бой хош харгал ишшаш дия долша хазлош хош на встречу бо так айл порученец воюштес бучбат и та программе угача датон именно ала алфондир чарвойце модестуе ала цен выделить иш дия хош кониш ну района ой такой что кигебершена IT школ Железел ел порученицы цун проекте ина эцтябол даболинон эцрайон цидал мола иза яла ел да хотинлю арзаправка хоша да йобаршон правейша арзаправка шоштая ха еще ресторан юлчует юкавца горгец домашних терриюл шош садотажный ресторан ина эцнахан чубахка дасишт концепция юш несинокцу банк вообще первый раз я шутим вообще кайч региона цена если я кишел банки на я сразу первый был довольно шушку. Далее Рамзан Кадыров проверил ход работ по возведению административного здания отделения Национального банка по Чеченской Республике. Это комплекс с общей площадью почти 9,5 тысяч квадратных метров. Уникальность проекта в том, что впервые в одном здании будут работать сотрудники региональных подразделений Банка России и Российского объединения инкассации. Внутри, помимо офисных кабинетов, есть помещение, где разместится современное оборудование для обработки и хранения денежной наличности. По всему объекту завершены практически все инженерные работы. В середине июля готовность инкассаторский шевион шохон внутренний белок штабов шохон фасад эти мой магарго хавер щебут танцы и так где-то в середине Hazırmı? Фасад hazır. Ну, я не слушаю. Вот я домашний. Вот томар дайла, но теннис не яца. Из-за цигайол бассейн шайги, но территория теннис. Арбанка. Новый район имени Владимира Путина меняется на глазах. С каждым днем возвышаются новостройки. Рамзану Кадырову доложили о ходе работ на объектах второй линии. Строительство новых школ, детских садов, подводка к ним всех коммуникаций. Все это возводится сразу. Здесь строится новая мечеть на 3000 верующих, которая будет носить имя Зелимхана Кадырова. Также предусмотрено возведение православной церкви. Разметы юр почва дикятон цундер. Первая линия дол домаша просто че подушка инше халдина. А в конце дол ел дома, каждый дома зол по 1600 свои туши. Юкая он 6 километров. Второй, третья линия дол домашта. Уже халду уже суть что он сега. Церковь да хабо доволен он уже. Первую линию Ометtir daha şu şey terörle yok yüçol şey bu bir iş bu volta beş bu belvo töş bu materyal töş hazır ordum devorcha dabulin уже табеш В завершении официальные лица обсудили будущий облик района уже в автомобиле. В скором времени здесь разместится проспект шириной в 92 метра. Также установят современные фонтаны, парки протяженностью в 2 километра и детские площадки. Жензал уже то мада охватен ще чуах коммуникации ще чемпион бол бешбу цулда ремонт штай болуш. Поединки сендом бабе. Сейчас отец был спорж да был на таш. Уже полотно здесь ставил что хочешь. Извини, полотно, ранее полотно. Ну, да, благоустройство. Наган был была вахо уже фонтан что штя, массу зеленой зон нашел. Это интересно. Это старый фонтан шлат полар халде чуштатуш. Цаллак карвадош зеркальный сансол. Это мела современный так. Юкока цацнаган сада был была ва целый парк юкор. Посад наган чо. Посад чабош.
К 2027 году строительство будет полностью завершено. Под личным контролем Рамзана Кадырова Чеченская Республика продолжает уверенно двигаться вперед, доказывая, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью. Медина Мударова, Мусар Хаджиев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Грозном прошло торжественное открытие нового ЖД-вокзала, напоминающий парящую птицу. Этот проект не имеет аналогов в мире. Одной из его особенностей стала украшенная национальными узорами часовая башня. Вокзал полностью отвечает потребностям пассажиров, предоставляя современный сервис для комфорта и соответствует всем требованиям доступности и безопасности. Репортаж Рамзана Абоева. В небе над Грозным словно расправила крылья огромная птица. Именно так выглядит новый железнодорожный вокзал с высоты. А в центре композиции устремляется ввысь величественная 67-метровая часовая башня с национальными узорами. На торжественной церемонии открытия в формате телемоста вице-премьер России Виталий Савельев отметил, что архитекторам удалось найти неповторимое художественное решение. Новый вокзальный комплекс гармонично вписывается в архитектурный ансамбль города Грозный. Я благодарю вас, Олег Валентинович Белозеров, и коллектив РЖД за реализацию этого проекта. Отрадно видеть, что руководство Чеченской Республики и лично глава региона Рамзан Ахматович Кадыров последовательно реализует политику обновления и модернизации транспортной инфраструктуры. Транспортный хаб рассчитан на пропускную способность 350 пассажиров, а его площадь более 3000 квадратных метров. Председатель чеченского правительства Магомед Даудов отметил, что вокзал – уникальный объект с точки зрения реализованных планировочных и инженерных решений. Прежде всего, позвольте передать вам слова приветствия главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодня действительно историческое событие. Мы открываем новый железнодорожный вокзал в столице Чеченской Республики в городе Грозный. Это очередной объект, который мы открываем в рамках года города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина. Как мы помним, в недалеком прошлом на этом месте шли ожесточенные бои, а сама республика лежала в руинах. Однако сегодня перед нами совершенно иная картина. Это новый регион, мирный, развивающийся и устремленный в будущее. Такое преображение стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и самоотверженной работе главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Новый железнодорожный вокзал – это еще один символ возрожденной республики. Площадь здания превышает 3000 квадратных метров. А общая территория комплекса составляет более 25 тысяч квадратных метров. Вокзал способен одновременно обслуживать до 350 пассажиров и оснащен всем необходимым для комфортного пребывания. Особое внимание уделено благоустройству территории, созданию удобной логистики и высокому уровню сервиса. Мы уверены, что вокзал станет важной частью транспортной системы Северного Кавказа и всей страны, а также откроет перед республикой новые горизонты. Сегодняшнее событие – еще одно подтверждение того, что путь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, это путь мира, созидания и развития. Хочу выразить слова искренней благодарности Рамзану Ахматовичу, благодаря которому наш регион стремительно развивается. Выражаю признательность правительству Российской Федерации за постоянную поддержку наших инициатив и помощь в решении важнейших задач региона, а также руководству Министерства транспорта Российской Федерации и РЖД. Дорогие друзья, поздравляю всех с открытием комплекса. На первом этаже разместятся основные службы вокзала, а на втором – комнаты отдыха и служебные помещения. Вокзал встречает гостей белоснежными интерьерами, где оживает красота традиционного чеченского орнамента. Здесь продумана каждая деталь для комфорта.
Уютные залы ожидания, просторный кассовый зал с удобной системой электронной очереди, комната матери и ребенка, молельные и автоматические камеры хранения. На территории комплекса реализуется принцип «доступная среда». Предусмотрен специализированный зал ожиданий для маломобильных пассажиров, средства тактильной, визуальной и звуковой информации. Новый вокзал – это еще и возможность привлечь больше туристов. Первым составом, прибывшим на перрон, стал круизный поезд «Жемчужина Кавказа». Путешественники со всей страны под стук колес знакомятся с культурой горцев. Коротко говоря, то нет слов. Такой вокзал я вижу впервые. Белый, чистый, великолепный. Я рад. В предвкушении новых впечатлений. Видим красивый вокзал, чистый, очень много людей, все приветливые. Объект находился под личным контролем главы региона. Вот Рамзан Кадыров инспектирует строящиеся здания. Открывают комплекс в мае в 132-ю годовщину открытия железнодорожного сообщения с Грозным. С вводом в эксплуатацию комплекса будут доступны и новые пассажирские маршруты. Рамзан Абуев, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В Казани состоялась встреча министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова и раиса Татарстана Рустама Миниханова. В ней также приняли участие вице-премьер правительства региона, министр финансов Султан Тагаев и первый заместитель министра по физической культуре и спорту Умар Даудов. В первую очередь Ахмат Рамзанович передал Рустаму Миниханову теплые слова приветствия от главы Чеченской Республики. Он подчеркнул давние и крепкие отношения между народами и важность соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. В завершение стороны обменялись теплыми словами и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Спасибо, что в невероятно плотном графике приняли нас. Я с нетерпением жду новых встреч этой удивительной республики. Это не первый мой визит сюда, и, надеюсь, он не станет последним. Мой дорогой отец Рамзан Ахматович Кадыров с глубоким уважением относится к вам, считает вас своим другом и братом. Воспользовавшись этой возможностью, хочу передать вам и всему вашему народу слова приветствия и уважения от него. Наши народы на протяжении многих десятилетий строят крепкие и доверительные отношения, основанные на взаимном понимании, уважении и поддержке. Мы планируем активное взаимодействие с вашим региональным министерством физической культуры и спорта, развития спорта и обмена опытом. Уверен, что наши совместные проекты принесут значительные результаты. Во-первых, вам спасибо, что вы нашли возможность приехать. Спасибо моему брату. Нам надо больше общаться, больше встречаться. Муфти Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев прочитал лекцию для студентов Грозненского колледжа экономики и информационных технологий. Учащиеся не только слушали полезные наставления богослова, но и задавали интересующие вопросы. К примеру, отмечалась важность совершения намаза как одного из столпов ислама. Эти встречи проводятся регулярно по поручению главы Чеченской Республики в рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Они призваны формировать у ребят глубокие знания об исламских ценностях и традициях. لا سدش عديتي نوشو سجى ديل هجر واتس ديل قخير تنبيل باتس ديل عزب تيردو. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. После пожара, оставившего семью без крыши над головой, фонд выделил средства на восстановление жилья. Такая адресная помощь – не разовая акция, а часть системной работы по поддержке жителей республики. Слово Турпалали Тайсумову. Все произошло утром, причем очень быстро. В доме семьи Шамсаевых произошел пожар после возгорания проводки из-за короткого замыкания. Уничтожено было абсолютно все имущество, кроме Корана. По милости Всевышнего Аллаха, священное писание не пострадало. Все страницы оказались целыми. Погорельцев посетили депутат парламента Чеченской Республики Муса Ханариков и глава администрации Ачхой-Мартановского муниципального района Хасбулат Амаев. От фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова они передали денежную поддержку и не только.
Это минута. Свет моргатель. Свет халкуш, астык на улице. Трансформатор. В их семье 3 детей. К счастью, все успели покинуть горящий дом. Восстановительные работы по решению общественного фонда уже ведутся. Мы тут же с главой района Хасбулатом выехали на место возгорания, обследовали место и сразу же передали материальную помощь от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова погорельцам. Плюс еще, кроме того, кроме материальной помощи, еще весь строительный материал, который необходим. Там уже работы начаты. Я думаю, что в самое ближайшее время люди обратно заселятся в свой дом. После оказания помощи члены семьи поблагодарили руководство региона за быструю реакцию и поддержку в решении проблемы. Официальные лица указали план работ для лиц, назначенных ответственными за исполнение. Сразу же техник зарегистрировали. Сразу мусор, Пройдет некоторое время, спустя которое Шамсаевы вернутся в свой дом. Проживать в нем будет безопасно. Торп, Лалит Айсумов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась уникальная выставка архивных документов и фотоматериалов страницы Великой Победы, приуроченной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоялась презентация 4-го тома книги «Память 1941-1945», в которой титаническим трудом удалось собрать поименные сведения об уроженцах Чечено-Ингушской АССР, участниках Великой Отечественной войны. На презентации побывала наш корреспондент Эльвира Межидова. В Национальной библиотеке Чеченской Республики состоялось открытие выставки архивных документов и фотоматериалов страницы Великой Победы, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция представляет собой уникальную возможность узнать больше о важных этапах Отечественной войны и ее героях, выходцев из Чечено-Ингушетии, и рассказывает о вкладе народов нашей республики в общую победу. Здесь представлены оригиналы и копии документов, уникальные фотографии и фронтовые письма наших солдат. Выставка в первую очередь для нас, для нынешних поколений, служит напоминанием, какой огромной ценой была достигнута эта великая победа в Отечественной войне, каким критическим испытаниям подвергался наш народ. Наши земляки, они проявили во времена Великой Отечественной войны несгибаемую волю, отвагу, верность Родине и внесли достойный вклад в дело приближения нашей общей победы. Мы гордимся нашими земляками. В рамках открытия выставки состоялась презентация 4-го тома книги «Память 1941-1945». Как и предыдущие, она содержит в себе краткие персональные данные защитников Родины, уроженцев нашего региона, сведения о которых выявлялись архивистами в ходе долгих и тщательных поисков, несмотря на отсутствие достаточной и полной информации. Учитывая, что во время ссылки народов Чеченской и Ингушских республик в Среднюю Азию и Казахстан, а также в сложный период последних военных действий, прошедших на территории нашей республики, архивы понесли огромные потери, труд составителей книги поистине титанический. В нашу книгу вошли все народы, населявшие, мы интернационалисты. Вы знаете, даже чеченцы-ауховцы, дагестанцы захотели быть в наших книгах, и мы их тоже вносим. Особенность нашей книги в том, что мы обязательно пишем источник. Откуда? Чтобы те около историки, Пыхаловы и так далее, чтобы они видели, что это не просто я сказала, или архивное управление, или кто-то. Мы пишем источник. Откуда? 35 тысяч имен собрала в себе серия книг «Память 1941-1945», как свидетельство о том, что среди чеченцев были настоящие героические личности, жертвовавшие своими жизнями во имя освобождения от немецко-фашистской оккупации, а также о том, что во многих политических решениях того времени истинные причины были совершенно иными, нежели те, что были поданы обществу. Сегодняшнее наше мероприятие отчасти прольет свет на какие-то те сведения, которые ранее были засекречены, жаль, в каких-то архивах не обнародовали, что называется.
на самом деле, не знаю, десятки героев Советского Союза, людей, представленных в звании Героя Советского Союза, были члены Ингушетии, или же они были представлены, но не получили, к сожалению. И там спустя какое-то время уже справедливость восторжествовала, и тогда люди получали награды. 70% мобилизованных из Чечни и Ингушетии были добровольцами, которые наравне с другими народами нашей большой страны ушли на фронт защищать родину, не жалея себя и не боясь смерти. Именно поэтому так важно собирать и упорядочивать доказательства подвигу народа, беззаконно оклеветанному сталинским режимом. Правда имеет свойство рано или поздно являть себя. И признание подвига воинов из Чеченской и Ингушской республик – прямое тому подтверждение. Огромная работа, проведенная архивным управлением Чеченской республики, очередной раз станет торжеством справедливости в истории народов наших республик и страны. Эльвира Межидова, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. Управление Росгвардии по Чеченской республике посетила делегация Минского ОМОНа. В рабочей встрече приняли участие заместитель начальника управления Султан Рашаев и глава Минского ведомства Николай Максимович. Кроме того, присутствовали члены Российского университета спецназа имени Владимира Путина и ОМОН Ахмат Грозный. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, обмен опытом и повышения профессионального мастерства сотрудников спецподразделения, к примеру, в противодействии терроризму и экстремизму. На базе Российского университета спецназа стартовал региональный этап всероссийской игры «Зорница 2.0». Соревнования проводятся с целью приобретения участниками навыков начальной военной подготовки, формирования основ патриотического сознания, активной гражданской позиции, а также развития патриотического движения. Подробнее в нашем следующем сюжете. Зорница 2.0 – ежегодное событие, что проводится еще со времен СССР, организованное для воспитания патриотизма у молодежи и развития военно-спортивной подготовки. В течение 2 дней в Российском университете спецназа имени Владимира Путина школьники Чеченской республики будут бороться за звание лучших в региональном этапе всероссийской игры. Первыми свою подготовку продемонстрировали 9 команд средней возрастной категории, собранные с разных районов субъекта. 90 детей показали довольно-таки высокие результаты, они соревновались в разных номинациях, и по сравнению с прошлым годом даже мы видим значительный прогресс, то есть люди на местах, педагоги на местах работают с детьми, дети заинтересованы, у них очень серьезное настроение на победу, переживают за свои результаты. Соревнования состоят из различных этапов: строевая подготовка, основы радиационно-химической биологической защиты, прохождение военизированной полосы препятствий. Тут же прошли мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, а также тесты на знание отечественной истории. После ознакомления с инструктажем молодые активисты начали прохождение своих заданий. Благодаря слаженной работе и взаимодействию друг с другом они справляются со всеми поставленными задачами и при этом же показывают отличный результат. Главное в проведении активных мероприятий – это безопасность учащихся, вследствие чего каждый из этапов проходил под пристальным контролем квалифицированного судейского состава. Участники проявляют очень большую активность, очень сильно вкладываются в работу. И, честно сказать, мы, в принципе, сами удивлены результатом, потому что маленькие дети показывают такие хорошие результаты. Результат зависит от слаженной работы каждого из участников команды. Только взаимопомощь и единство приведет их к победе. Сами же ребята в сильном восторге от происходящего, ведь не каждый день удается поучаствовать в таком мероприятии и посостязаться со своими ровесниками за победу. Мне очень понравилось РХЗБ и как мы тащили раненого и стрельба. Мы работали слаженно, как одна команда. Нам очень понравилось. Мы довольны своим результатом. Думаем, что мы первые. Не думаю, знаю. Зорница 2.0 стала не только проверкой силы и ловкости, но и возможностью для молодых людей научиться работать в команде во благо одного дела. Магомед Азиев, Магомед Басаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. В многопрофильном центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялся открытый турнир по настольному теннису, приуроченный к 80-й годовщине со дня Великой Отечественной войны. В соревнованиях приняли участие около 30 учеников из различных школ региона. Их разделили на юношескую и женскую категории. Ребята продемонстрировали отличную подготовку и спортивный азарт. Победители и призеры были награждены кубками и медалями. Организатором мероприятия выступила Федерация настольного тенниса Чеченской республики.
У нас в Чеченской Республике, на Северном Кавказе, все думают у нас кроме бокс, борьба и тому подобного. А на самом деле настольный теннис – это олимпийский вид спорта, развивает мышление, реакция. Не зря BBC подчеркнула, что настольный теннис – один из самых лучших видов спорта. Мы также начинаем развивать настольный теннис в Чеченской Республике, и в ближайшее время у нас 27 числа в Карачаево-Черкесии настольный теннис мы будем проводить. Да, и в дальнейшем будем проводить эскафо. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.